Hoş geldiniz sağlı teleseyirciler yayınımızga. Biz sizler için çalışmağa devam etemiz. Elbette ki ve sizlerini meraklı musafir ile tanış etmeye isterdik ki elbette ki zamanimi vaktimizde çok aktüel bir insanlar, gerekli bir insanlar umurumuzda var ve afsus ki çok sorularda biz onların işleri hakkında çok bilmeyik ve afsus ki çoksa onların yardımını almaylar ve bugün biz tamam böyle zinaat hakkında yani meraklı bir zinaat hakkında laf etmeye isterdik ki sizler ile şu cümleden Gülcan sizler şimdi misafirimizni takdim etti. Biz ise sizni pek meraklı ve en esası gerekli suhbetimizge davet etemiz. Doğru sözler Fatime. Elbette aziz teleseyirciler, bugünkü misafirimiz Elvira Fazlıyeva. Karasu Bazar Notarial okrugunun notariusu. Şimdiki vaqtda Zuya kasabasında çalışır. Selamünaleyküm, hoş geldiniz. Алейкум селям, Эльвира Ханум, действительно, в современное время очень важно пользоваться услугами нотариуса. В каких случаях и когда гражданам необходимо обращаться к нотариусу с какими вопросами? Да. Прежде чем ответить на этот вопрос, я хочу сказать вообще, что есть такой афоризм, да, кто-то приносит право в мир, и нотариус в мир в это право. Это о чем говорит? Это говорит о том, что нотариус обеспечивает в мире, где есть право, мир в этом праве. И что такое вообще нотариат? Нотариат во всем мире призван обеспечивать защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариальных действий. Основами законодательства Российской Федерации, которыми мы руководствуемся, и Гражданским кодексом, Конституцией, предусмотрено более 30 видов нотариальных действий. И говоря о том, когда гражданам необходимо обращаться к нотариусу, нужно подчеркнуть, что нотариальное удостоверение никому не навредит. Вот. То есть нотариус удостоверяет сделки односторонние, двухсторонние. Нотариусы выдают свидетельство о праве на наследство, свидетельствуют верность копий документов, свидетельствуют верность переводов и очень много других нотариальных действий, которые очень необходимы. И когда необходимо обращаться к гражданам к нотариусам, то есть это в первую очередь, когда им это необходимо, когда от них требуют либо доверенность, либо подлинность подписи, либо заверенную копию нотариусом, либо заверенный нотариусом засвидетельственный перевод, либо и вот сроки не ограничены, то есть когда человеку надо, тогда он обращается, нотариус по его заказу как бы осуществляет нотариальное действие, да, скажем так. А вот в порядке наследования там, да, существуют сроки, потому что, к сожалению, мир так устроен, мы теряем своих близких, жизнь продолжается, и надо жить дальше, и поэтому, когда наступает такой случай, что такое наследование? То есть при наследовании имущество переходит к другим лицам, либо по закону, либо по завещанию, если оно не изменено завещанием, да? Вот. И как бы тут существуют сроки. Законом установлен полгода срок для принятия наследства, для отказа от наследства. То есть если наследодатель оставил завещание, то наступает наследование по завещанию. Если завещания нет, по закону. Законами установлена очередь, 1, 2, 3, 4, 5, 6 это государство, да? Вот. И поэтому бывает часто, вот почему-то бытует мнение, что надо после 6 месяцев обращаться. На самом деле это не так. Надо обращаться до истечения 6 месяцев, для того, чтобы определить круг наследников. То есть и в это время подготавливаются документы для уже выдачи свидетельства. То есть до 6 месяцев граждане либо принимают наследство, либо отказываются от него, то есть от их желания, да? И уже после 6 месяцев готовятся документы для выдачи свидетельства о праве на наследство. Поэтому вот, как бы такие сроки. То есть если гражданам надо, срок не установлен, а вот при наследовании желательно соблюдать вот эти сроки, чтобы потом не было проблем и лишних ненужных действий. Вот, Эльвира Ханум, скажите, пожалуйста, если я живу в Нижнегорске и прописано там, могу я обращаться с Симферополя к нотариусу? Вы можете обращаться в Симферополе к нотариусу, но не во всех случаях. Вот именно в случае наследования, если то есть оформление наследства осуществляется по месту прописки, регистрации умершего человека. То есть в этом случае оформление наследства происходит непосредственно в том районе, где проживал и был зарегистрирован умерший человек. Но если вы живете в другом районе и вам необходимо сделать заявление, то вы можете сделать это заявление в Симферополе или где-то и предоставить, либо послать по почте нотариусу, где ведется наследственное дело. А непосредственно получать свидетельство о праве на наследство только в этом районе. Кроме того, часто бывает так, что люди не могут выехать к нотариусу,
то есть в силу болезни, там чего-то, тогда нотариусы выезжают для осуществления нотариального действия. И вот в этом случае мы тоже выезжаем только в пределах того района, в котором мы зарегистрированы и работаем. А остальные нотариальные действия, вплоть до отчуждения недвижимости с июля месяца, да, то есть мы можем осуществлять в пределах субъекта Российской Федерации, в котором мы проживаем. Эльвира Ханум, вот вы сейчас сказали о завещании, о процедуре, о тонкостях. А процедура дарения, как она осуществляется, какие особенности этой процедуры? Ну, про завещание я тоже как бы тонкости не рассказывала, но если вас интересует дарение, я вам расскажу. Что такое дарение? Да? Дарение – это двухсторонняя сделка, при которой даритель дарит имущество одаряемому. И имущество переходит. То есть договор дарения, он двухсторонний, и он может быть изменен по соглашению сторон и отменен в дальнейшем тоже либо по соглашению сторон, либо в судебном порядке при определенных условиях, ну, которые там надо специально рассказывать. Но в договор дарения можно включить такой пункт, что если одаряемый умрет раньше дарителя, то даритель имеет право отменить дарение, и в таком случае подаренное имущество переходит опять к дарителю. Вот. Эльвира Ханум, как быть гражданам, если они для оформления наследства не обратились в нужный срок, либо обращались давно, подали заявление, больше ничего не предпринимали, то есть упустили тот самый нужный момент? Ну, смотрите, если они обращались давно и ничего не предпринимали, как раз-таки они этот момент не упустили. То есть наследственное дело есть, оно заведено, и в каждом районе есть нотариусы, у которых хранятся архивы государственных нотариальных контор. Это дело там. Если это дело было очень давно заведено, то, возможно, оно в Симферопольском архиве. То есть, если умерший умер до 1 июня 2009 года, то надо будет делать запросы для того, чтобы узнать, было дело или нет. Если после 1 июня 2009 года, мы можем, если нам предоставляют свидетельство о праве на наследство, проверить, где это находится дело, и подсказать гражданину, куда обратиться в таком случае, к какому нотариусу. Если такого дела не было, то можно завести наследственное дело, то есть если есть фактическое принятие наследства, то есть наследник проживал с умершим по одному адресу, то проблем никаких нет, наследство было принято, заводится наследственное дело и продолжается оформление наследства. Если он не принял, то нотариус разъясняет человеку, что он пропустил срок, что ему необходимо в судебном порядке признать факт принятия наследства, и будет продолжаться оформление наследства. То есть как бы никаких... Эльвира Ханум, а бывают ли такие случаи, что те, кто получает наследство, возможно, отказываются от него, не имеют в нем нужды? Нужно ли это как-то юридически оформлять, либо просто не обращаться ни в какие инстанции, и наследство автоматически уходит как бы в пользу государства, или как? Как? Нет. Ну, как бы, понимаете, что значит в пользу государства? Если один человек отказывается, есть другие наследники, правильно? То есть переходит. То есть нотариус определяет круг наследников. И бывают случаи, когда человеку необходимо отказываться от наследства, если он был прописан, зарегистрирован по одному адресу с умершим. Тогда возникает фактическое принятие наследства, и если человек до 6 месяцев не откажется, то он считается принявшим это наследство. И если он в дальнейшем хочет от него отказаться, это делается только в судебном порядке. Вот почему мы говорим, что до полгода необходимо обратиться для того, чтобы правильно определить круг наследников, и чтобы потом не было нужды обращения в суд. То есть нотариус у нас для чего? Для того, чтобы во всех отношениях не было никаких судов. То есть нотариус разъясняет законодательство, объясняет последствия совершаемого нотариального действия, для того, чтобы в дальнейшем у людей не было проблем и непонимания того, что они делали. Эльвира Ханум, вот к нам обращалась жительница Мазанки, получается, она говорит, ей 90 лет, и она с мужем прожила 50 с чем-то лет. И она говорит, у меня нет документов, все оформлено на мужа, земля, дом, участок, она не может оформить себя, он умер, получается. Что вот в таких случаях? Да, ну, в таком случае либо эти документы утеряны, да, либо человек пользовался имуществом, но своевременно его не оформил. Тоже ничего страшного нет, заводится наследственное дело. Нотариус готовит соответствующие запросы, соответствующие организации. Мы выясняем, было ли это имущество оформлено. То есть, но имущество есть, да, есть дом, есть земля, то есть это все есть. Если мы находим документы какие-то, мы запрашиваем дубликаты.
И на основании дубликатов, проверяя, там, запрашиваем БТИ, запрашиваем Госкомрегистр, все остальные организации. Если есть такая возможность, получаем все документы, дубликаты, оформляем оценку имущества, мы выдаем свидетельство о праве на наследство. Если такой возможности нет, мы опять-таки разъясняем человеку, обратившемуся к нам гражданину, что в связи с тем, что не предоставлены правоустанавливающие документы на наследственное имущество, мы не можем выдать свидетельство о праве на наследство, и человек в судебном порядке признает право наследования. Но я хочу подчеркнуть, что сейчас вот очень много возникло таких вопросов, когда в свое время была так называемая рублевая приватизация, гражданам были переданы участки в частную собственность. Возможно, на них были построены дома, не введены в эксплуатацию. Тут тоже необходимо, или если было заведено наследственное, бывает заведено наследственное дело, часть наследства оформили, допустим, машину, вклады, а вот эти дома остались. Тогда необходимо обращаться к нотариусу, где было заведено или где хранится это наследственное дело. И тоже вот по этим рублевым решениям выдаются кадастровые паспорта. К сожалению, свидетельство о праве на наследство мы выдать не можем, потому что нету государственного акта. Но тем не менее мы разъясняем, что мы не можем выдать свидетельство о праве на наследство. Человек идет в суд, признает право собственности в порядке наследования на этот участок. Вот. Эльвира Ханум, çok sağ olun за ваши компетентные ответы, за то, что раскрыли такую действительно важную и актуальную тему. В конце нашей беседы, по традиции, хотелось бы попросить вас, чтобы вы, как нотариус, как человек, как крымская татарка, что бы вы хотели пожелать нашим соотечественникам, нашим телезрителям? Я бы хотела, во-первых, поблагодарить всех наших телезрителей за то, что они в такое важное для них время, в утро раннее, да, когда необходимо собираться на работу, уделили внимание. Я очень рада, что если они взяли для себя что-то из нашей беседы, я хочу им пожелать, чтобы они обращались к нам, к нотариусам, только по исключительно приятным для них событиям, чтобы у них было что завещать, было что дарить, было что принимать в дар. И в конце беседы я хочу сказать, что все нотариусы, в том числе мы, нотариусы, члены Нотариальной палаты Республики Крым, у нас у всех 3 доверителя. Это закон, на основании которого мы беспристрастно действуем. Это государство, которое наделило нас этими полномочиями. И это граждане, к нам обратившиеся. И мы очень ценим, работаем для них, чтобы в нашем праве был мир. Çok sağ olun, Эльвира Ханум. Рады были видеть вас у нас в гостях. Приходите еще. Успехов вам в вашей работе. Спасибо большое. Аллах разы болсын. Сағылы телесердилер, хатырлатамыз ки шымда алазырда студиямыздың мұсафыры Эльвира Ханум Фазлыева еді. О Қарасу базар нотариаль округының нотариусы Зуя қасабасында çalışan нотариус. Ve bugün biz çok meraklı mevzu üzerinde laf ettik. Eğer de siz Afsuski subyetimizini kaçırdınız, onu elbette ki internette de tapabilirsiniz. Bizim yayınımız ise devam etmeye aşıqa ve nöbetteki rubrika tamam sizler için. Buyurunuz.